Больше доблести в том, чтобы словами убивать войны, чем железом людей. Аврелий Августин. Студия «Анарха» представляет. Фильм Джамбула Инжгия. Если не будет у народа достойной личности, народ может не состояться, как, скажем, свободный, как независимый. На исходе 20 века решалась судьба абхазского народа – быть или не быть ему. Можно сейчас ретроспективно смотреть, оказался максимально подготовленным к этой высокой, высочайшей, можно сказать, функции, защитника целого народа. Владислава Арденба по праву называют отцом-основателем современного абхазского государства. Я думаю, что в полной мере по прошествии какого-то отрезка времени, не знаю, 25-30 лет пройдут, и, может, мы в полной мере сможем оценить, что человек сделал. Владислав Арденба проявил блестящие способности и талант не только как ученый, политик, военный стратег, но и как дипломат. Владислав Арденба – личность многогранная. И как ученый, как политик, и как дипломат себя показал, проявил. Владислав Арденба. Искусство возможного. Говорят, что до той секунды, пока не прозвучал первый пушечный залп, всякая война называется дипломатией. Само слово «дипломатия» происходит от латинского диплома. Оно означает письмо или документ. Это понятие было введено для обозначения искусства ведения международных отношений и дипломатических переговоров. История человечества – это история войн. Люди – территориальные существа. И часто им не хватает своей территории, они посягают на территорию соседних. Раньше это были племена, потом народы, нации и так далее, государства. И, естественно, всегда были механизмы, которые потом нивелировали конфликт. Естественно, нельзя быть постоянно в состоянии войны, это очень ненормальная ситуация. И, естественно, народы и люди приходили к тому, что нужно какие-то договоры заключать. Это сначала устные договоры были, которые исполнялись, либо не исполнялись. Но потом они как-то более формализовывались, когда уже была письменность. Основные понятия международного права, такие как договоры, появились тысячи лет назад. Около 1259 года до нашей эры между египетским фараоном Рамсесом II и царем хеттов Хатусилием III было подписано соглашение. Оно устанавливало вечный мир и братство между их двумя народами. Первый договор международный, который был заключен письменно после Кадешской битвы в конце 13-14 века до нашей эры между египетской державой и хеттской державой. Был заключен договор, мирный договор. Была битва при Кадеше, это нынешняя Сирия, и была ничья, можно сказать, боевая ничья. Хотя хетты были лучшие позиции, они не смогли воспользоваться. В конце концов, была ничья, и договорились нарушать права друг друга. И это был первый письменный договор между двумя державами, можно сказать. Будучи ученым-хетологом, Владислав Арденба изучал и дипломатию хеттов. Он анализировал их договоры. Владислав Арденба в своей работе, которая не была опубликована, он мне рассказывал многое о своей последней монографии, готовившейся Хеттское царство и ее соседи. Практически включает в себя большой аспект хеттской дипломатии. Хеттские цари вели войны регулярно. И он описывает эти войны в своей книге. Здесь получилось собрать этот материал. В своей монографии о хеттской дипломатии Владислав Арденба рассматривал тактику и стратегию ведения войны хеттов, поведение их царей, аспекты военной дипломатии. Военная дипломатия, или поствоенная дипломатия. Это, конечно, удивительно, что как Владислав Григорьевич изучал, как это происходило в древние века, он описывает тактику, стратегию военачальников, царей, правителей, последствия, верные или неверные решения были приняты, которые. И интересно, что
очень интересно, что все это ему пришло через несколько десятилетий практически самим стать руководителем страны и самим стать начальником, который будет принимать те или иные и тактические, и, самое главное, стратегические решения. Это, конечно, была удивительная судьба у этого человека. Не каждому дано ученому практически воплотить в жизнь то, что он изучал вот по древним текстам. Это, конечно, интереснейший случай. Вообще нам повезло, что на этом историческом этапе совпали обстоятельства благоприятные, но и человек, личность появилась способная адекватным быть вызовом того времени. 1989 год. 2 июня. Москва. Кремль. Выступление Владислава Ардзинба на Первом съезде народных депутатов СССР стало знаковым событием. Я прекрасно помню это время. Я часто приходил, я тогда работал в Москве, в институте языкознания, часто приходил к Владиславу в гостиницу, в гостинице «Москва». У него офис был там. Вот. И как-то я пришел к нему вечерком, а он мне говорит: знаешь, старик, я написал выступление, да, для этого, посмотри, пожалуйста. Вот я просмотрел его выступление, замечательно, и даже одно слово поправил там, одно слово там мое. Вот. И я говорю: прекрасно, великолепно, все такое. Вот. И потом, конечно, когда вот я ждал, когда это все-таки произойдет, это выступление, потому что оно очень важно было политически для нас, заявить о себе на весь Советский Союз, о наших интересах, о наших тревогах, о наших вот то, что нас как бы такое даже, да, предчувствие, да, вот какое-то некоторых тоже событий, все-таки это было. И не происходило. Вот я как-то вот следил за событиями, выяснилось, что ему не давали слова. Вот я с ним потом беседовал на эту тему. Ну вот, в частности, и Примаков не давал слова ему. Он тогда был таким в Верховном Совете, очень таким важным лицом. И он даже у них была такая обмен мнениями, сказал, что, знаете, не злоупотребляйте своим положением. Я обязательно должен выступить. И, наконец, в конце концов, я думаю, что его настойчивость повлияла. Даже там довольно-таки он жестко поставил вопрос: если мне не дают слово, то будут последствия. Это повлияло, конечно же. Вот. И Горбачев, и Лукьянов поддержали его, и, в общем-то, он выступил. Это было, конечно, равно было, так сказать, эффекту разрывавшейся бомбы, потому что впервые о нашей проблеме Абхазии, абхазского народа узнал весь Советский Союз вот так вот эмоционально, иррационально одновременно, на прекрасным докладом вот, на съезде, который транслировался по всему Советскому Союзу, да еще и за рубежом тоже. Слово предоставляется депутату Ардзинба Владиславу Григорьевичу, директору Абхазского института языка и литературы и истории Академии наук Грузинской ССР. Приготовиться депутату Петерсу. Уважаемые депутаты, вряд ли следует обосновывать то обстоятельство, что будущее каждого народа нашей великой Родины зависит от решения целого ряда общих проблем страны. Ибо все части этого единого целого взаимосвязаны и взаимозависимы. Проявились блестящие ораторские способности и лидерские качества Владислава. Люди поверили, когда увидели его выступление на съезде народных депутатов. А ведь это тоже была определенная работа, которую мы провели тогда Айдлера, чтобы выбрать самых достойных людей на съезд народных депутатов. И там выступление, съезд народных депутатов, это тогда такое событие было, которое весь Советский Союз у экранов сидел и все эти заседания смотрел. Судьбоносные вопросы решались. И вдруг на этом таком масштабном мероприятии выступает представитель Абхазии Владислав, блестящий как оратор, а у него были прекрасные ораторские способности, кстати говоря. Вот. И на весь мир рассказал нашу историю и наши чаяния изложил, национальный, народный. И оттуда его вообще авторитет огромный завоевал на этом. Я помню, когда он выступал, камера показывала, телевидение, показывала лица слушавших. И там я помню, как внимательно слушал его академик Сахаров. И не зря он, зная все эти материалы, и еще другие материалы были,
он назвал Грузию тогда малой империей. Все-таки, да, это тоже все это повлияло, конечно, на общественное мнение и в Советском Союзе. Вот, и я думаю, что сыграло роль и в дальнейшем тоже. Так что это было судьбоносное даже выступление во многих отношениях. Владислав предупреждал, что нерешенный национальный вопрос в СССР может привести к непоправимым последствиям. Перестройка межнациональных отношений должна охватывать весь комплекс проблем. В противном случае неизбежны серьезные осложнения, острые конфликты на национальной почве. Слова Владислава оказались пророческими. 14 августа 1992 года Грузия напала на Абхазию. Когда я зашел в кабинет, Владислав Григорьевич сидел за столом и перебирал бумаги. Подле него у стола стояли депутаты парламента Станислав Лакоба и Владимир Ашхацава. Ну, я с нальта сказал: Владислав, что, война началась, что ли? Он отвечает: да, мне сообщили, что грузинские войска прошли Очимчиру. И только он это сказал, и раздались пушечные, автоматные, пулеметные выстрелы. Со стороны наверное, со стороны Красного моста все это было, совсем рядом уже с Верховным Советом. Я говорю, уже не в Очимчире войска, уже здесь у нас находятся, говорю. И уже, меня тоже заело, что мы так проморгали ввод грузинских войск. И говорю, здесь уже нечего нам рассиживаться, говорю, надо идти в свободные районы и поднимать людей, говорю. И в это время раздалась автоматная очередь уже совсем близко, около, казалось, что штурмуют здание Верховного Совета. Я потом прикинул, что, видимо, уже Владислава хотели в плен взять. Уже это местные, скорее всего, грузинские вооруженные отряды. Вот, я говорю, Владислав Григорьевич, надо, собираться, говорю. И Владислав Григорьевич говорит: я отсюда никуда не уйду, говорит. Это, знаете как, меня заело, и Станислав говорит: Владислав Григорьевич, если кому надо останутся, говорит, надо вам, говорит, уже, говорит, людей поднимать на борьбу. Правильно, так и было. Он не поднимается. Но теперь, чтобы как-то его, он же абхазец, мы же понимаем прекрасно, чтобы как-то подзадорить, что ли, или как по-другому сказать, я говорю, что-то мне на ум пришел Сальвадор Аленде. Я говорю, слушай, говорю, говорю, ворвутся сюда, говорю, грузины, говорю, они уже дошли до Сухума, говорю, грохнуть тебя, говорю, так вот грубо, чтобы как-то его возмутить. Грохнуть, говорю, и на этом все закончится борьба. Месяц побегаем, говорю, по лесам и закончим, говорю, все дело. Я же подумал, нужен организатор, без лидера. То у меня это давние убеждения были такие, что без организатора, без лидера мы маленький народ, малочисленный, что говорить здесь, ясное дело. И вот здесь, после этих слов про Сальвадора Аленде, он сказал: я тебе не Сальвадор Аленде. Хорошо, говорит, собирайтесь, говорит. И он, я помню, небольшую папку вытащил, печать, туда положил, встал и говорит: идемте, говорит. И мы вышли вместе с ним, спустились по улице Энгельса. Вот там снимок оказался, который все спрашивают меня, мол, что там тебе Арзумба говорил, когда вы стояли, говорит, вдвоем. Да ничего не говорил, он говорил, что будем искать пути выхода. Я тогда думал, что он хочет с Москвой связаться, так и было. Он быстренько поехал, пограничникам поехал там, где был высокочастотный телефон, понимаете, БЧ так называемый. Потому что Ельцин обещал ему помощь. Не единожды, трижды он обещал ему помощь, в том числе выставить батальон, переведенный из Германии на Ингуре, и не допустить грузин буквально в Абхазию. Это Владислав мне сам говорил. И он должен был дозвониться до Бориса Николаевича и спросить насчет обещанного, где же войска, почему же грузины находятся здесь. В первый же день войны Владислав призвал народ встать на защиту Родины. Скажу в конце, все на борьбу с врагом. Почему нет? Чего вы боитесь? Это же враг наш или кто это? Я не понимаю вас. Он сказал: соберите митинг, там решим вопрос. Вот в Гудовоте, санаторий «Волга», собирается большой митинг. Я думаю, там было, не 10 тысяч, но и больше 5 тысяч населения. И слава Богу, что там оказалось большинство молодых людей, которые решительно поддержали Владислава. Владислав вышел на балкон и сказал: такая ситуация, говорит, сказал,
есть возможность, конечно, не воевать, говорит, не всех убьют, кто-то будет работать на грузин, как раньше, говорит, многие уедут отсюда. Ну, давайте, это ваше решение, будем по-вашему, будем сопротивляться или не будем. Ну, народ сперва, конечно, молчание, наверное, буквально минуту было, а затем митинг заревел просто. Хайба счет, будем воевать. Это означало, Волчал получил народную поддержку, понимаете? Для него это было очень важно. Вообще, эта война хорошо вооруженной и обученной армии против, по сути, гражданского населения глубоко безнравственна и бесчеловечна. Но мы будем защищать Родину до конца. Как отмечал Владислав позже, одним из самых сложных дней в его жизни было 3 сентября 1992 года. Но Владислав Григорьевич, он говорит, я для себя понимал, что мы не можем что-то не подписать, потому что Ельцин был такой довольно опасный человек. Он мог вообще махнуть рукой и закрыть глаза на то, что там дальше будет развиваться. Вот это была опасность такая. Здесь надо было максимально что-то выиграть время. Единственное, что он не пошел тогда в документ предлагалось включить пункт с осуждением добровольцев. Он сказал, что я на это не пойду, это будет верх неблагодарности. Вот этот пункт он отклонил. А так был подписан очень тяжелый документ, это все понимали. Шла война. Когда положение грузинских войск на фронте ухудшалось, для передышки и наращивания сил руководство Грузии прибегало к переговорным процессам. На сегодняшний день нет веских оснований считать, что Грузия готова к мирному решению проблемы взаимоотношений с Абхазией. Но Козырев дает твердые гарантии, что Россия использует все свое влияние для того, чтобы заставить Грузию выполнить соглашение о прекращении огня. Надо использовать все влияние, насколько я понимаю, для решения вопроса о полном выводе войск с территории Абхазии и прекращении войны. Потому что прекращение огня всякий раз используется для наращивания силы, для подвоза сюда боеприпасов, людей, для укрепления позиций. Вот. И практически ведь огонь и не прекращался. 27 июля 1993 года по инициативе грузинской стороны в Сочи было подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля за его соблюдением. Оно предусматривало демилитаризацию зоны конфликта, ввод в нее международных наблюдателей и миротворческих сил. Вот в документе 27 июля уже говорится абхазская сторона. Мы подписываем, если 3 сентября там стоит подпись «согласились», что подписывает Россия и Грузия, остальные под графой «согласились» подписывают. А там уже стороны в конфликте фигурируют 27 июля. Грузинская сторона, абхазская сторона. И говорится о гарантиях государственности Абхазии в этом документе. Это же все результат и военных побед, и вот этих всех жертв, и героизма и всего прочего. Абхазия вот за этот короткий, получается, за сколько времени прошло, за 10 месяцев, Абхазия вот такой гигантский путь проделала. Владислав Артенба за весь период войны написал и адресовал генсеку ООН Бутрасу Гали 16 обращений. В них сообщалось об агрессивном характере войны, о массовых нарушениях прав человека, творимых в Абхазии грузинскими войсками, о двойных стандартах ООН в подходах к войне в Абхазии. Мы с определенным опасением относимся к тем предложениям, которые исходят от Организации Объединенных Наций. I do not want to hide that we are somewhat concerned about the proposals emanating from the United Nations. Нас к этому привел наш опыт общения с Организацией Объединенных Наций. This is explained by our previous experience of dealing with the United Nations. Мы 12 раз обращались в Организацию Объединенных Наций с просьбой осудить геноцид, который осуществляется в отношении маленького абхазского народа, но ни одной реакции на это не получили. We have asked 12 times to the United Nations to condemn genocide, which is being pursued by Georgian authorities against the Abkhaz minority. Мы обращались к Организации Объединенных Наций с просьбой, что когда на Совете Безопасности будет рассматриваться вопрос об Абхазии, чтобы участвовали в этом наши представители.
We have requested the United Nations to have Abkhaz representatives when the Security Council considers the question of Abkhazia. Между тем, это допускается уставом Организации Объединенных Наций. And this would be in accordance with the charter with the Charter of the United Nations. Организация Объединенных Наций оказывает гуманитарную помощь Грузии, забывая о том, что жертвой агрессии является Абхазия. Принципиальная позиция Владислава Ардзинба по главным вопросам способствовала провалу зловещего сценария Тбилиси по геноциду абхазского этноса и уничтожению его национальной государственности. Нелегкими для Абхазии оказались и послевоенные реалии. Войну страна одолела вопреки планам великих держав. Думаю, что нам необходима мобилизация всех здоровых сил нашего общества для того, чтобы реализовать результаты военной победы, одержанной нашим народом. Другого у нас пути нет. Вот сегодня мы должны быть еще более сплоченными, чем мы были сплоченными во время войны. Вот так задача стоит. Владислав понимал, что впереди страну и народ ждут серьезные испытания. Самое страшное позади, самое сложное впереди. Абхазии предстояли жесточайшая блокада и тяжелый переговорный процесс. А ведь непростое время было. Сейчас многие, просто особенно молодежь, они не видели того, как мы вышли из войны. Я ведь помню, когда здесь все столбы были повалены, все провода оборваны, разруха, денег нету, бюджета нету. Вот, и начинали работать, там по полбулки хлеба давали сотрудникам, потом по булке хлеба начали давать. Вот так начинали, вот так восстанавливали. Мы жили, так сказать, в условиях такого своеобразного коммунизма, но на такой его самой низкой стадии, когда, так сказать, все приходилось вот хлеб в столовых, только мы могли людей только кормить, физически только продерживать, не платить им заработной платы. Сегодня нам это надо делать, но нам это очень сложно, потому что в первую очередь надо обеспечить население хлебом, надо обеспечить его углем, потому что если мы не привезем уголь, то многие наши деревья, то, чем мы гордимся, будут уничтожены. И это очень большая проблема, и к этому надо серьезно отнестись. Думаю, что соответствующие организации должны в первую очередь сами заняться этим, нежели ждать, когда это начнут делать люди, причем делать там, где это запрещено, в парках, вот, каких-то других, это совершенно недопустимо. Война закончилась. Абхазское государство, конечно, оно и до войны существовало. Но это же было, долгие годы это была просто автономия. После того, как война закончилась, ну, во-первых, и разруха полная. Во-вторых, ну, просто некоторые сферы государственной, общественной жизни, они вообще были в зачаточном состоянии. Просто даже кадров не было, опыта никакого не было, как строить независимое государство. Вот это все надо было поднимать из разрухи раз, два, на ходу создавать какие-то новые институты. Мы же не могли жить в условиях советской власти, правильно? Нужны были современные какие-то формы управления. Это все внедрялось, не без ошибок, не без трудностей. Абхазия не имела возможности оказывать определяющее влияние на геополитику и позицию ведущих мировых игроков, от которых порой зависела ее судьба. Исходя из этих реалий и приходилось строить государственную политику. У абхазского лидера в то время не было права на ошибку. В его случае не было мелочей. От создания политической системы, системы безопасности, внешней политики, это тоже... Какая была внешняя политика в Абхазской ССР? Никакой. А благодаря вот этим всем событиям, его таланту, вот этим жертвам наших ребят, которые погибли, грузино-абхазский конфликт рассматривался на уровне Совета Безопасности ООН. Ни один постсоветский конфликт на этом высоком уровне не рассматривался. 1993 год. Конец ноября, начало декабря. В Женеве состоялся первый раунд переговоров по урегулированию конфликта между Абхазией и Грузией под эгидой ООН при содействии России и при участии представителя СБСЕ. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о прекращении огня и выработан механизм контроля за его соблюдением.
Стороны согласились на неприменение силы или угрозы силы друг против друга на период продолжающихся переговоров. Подписанный документ получил название «Меморандум о понимании». Роль Организации Объединенных Наций очень, конечно, для нас важна была, потому что мы имели возможность разговаривать с дипломатами великих держав. И нас слушали, и такую площадку предоставили в Женеве. Нам свой самолет даже дали. Мы туда летали, но поскольку тогда паспортов этих признанных ничего у нас не было, чтобы не проходить в эти таможенные всякие осмотры, нам дали самолет, на которых мы в Швейцарию летали, и мы могли там отстаивать. Понятное дело, что никто не заинтересован был в поддержании сепаратизма. Это и сейчас никто не хочет поддерживать, понятное дело. Но они понимали, что мы этого достигли, что мы от этого не отступимся. И несмотря на то, что весь мир был против нас тогда, мы не уступили ничего. Вот. И важность этого процесса, что, во-первых, наша дипломатия какую прошла школу во взаимодействии с такими важными, ключевыми игроками на международной арене. Владислав Ардинба показал себя мастером политического лавирования в сложных и часто меняющихся обстоятельствах. За сложными политическими маневрами Ардинба никогда не терял из виду главной цели – достижение свободы и независимости Абхазии. Но в этой борьбе, естественно, Владислав проявил себя и как дипломат, и как политик, и как публицист. Во всех ипостасях он проявил все свои способности и возможности. Практически на этом поприще, когда Абхазия защищалась от поползновения Грузии, а за ее спиной грузинской стояли все ведущие страны мира и политики мира, Владислав как бы вел борьбу, получается, что против всего мирового сообщества, защищавшего Грузию. И вы знаете, эта борьба, которая вроде казалось, что она будет проигрышной, но тем не менее, она шла на протяжении многих лет, скажем, послевоенный период. И Абхазия не проиграла эту борьбу, поскольку Владислав, как гибкий дипломат и политик, применял все возможности для того, чтобы не возобновилась грузинская агрессия, потому что периодически мы подходили к такому моменту, когда Грузия готова была опять развязать новую войну. Ее к этому подталкивали некоторые страны, которые решали какие-то свои проблемы. Был такой период, но тактика и стратегия Владислава не позволила сбыться таким событиям. Владислава Ардинба часто называли упертым и бескомпромиссным. Но, как считает политолог Астамур Тания, это соответствует истине лишь отчасти. У Ардинба был природный дипломатический талант. Вот. Он, кстати, занимался, и как историк этим вопросом, хетской дипломатией он занимался. Вот. Он всегда на это обращал внимание. Вот. Но тогда что же закладывалась культура дипломатии? Он был человек компромиссный. Не надо его представлять, что он прям стены головой ломал. Это не так было. Но у него четко он понимал, где пролегают красные линии. Он знал, если вот эту линию он перешагнет, то независимо вообще на независимости Абхазии, на перспективах ее как суверенного государства на крест поставить. Вот на это он никогда бы не пошел. Если говорить о том, какой он был переговорщик, то он, конечно, был... Он мог быть и часто шутил, юмор присутствовал, и доброжелательность очень часто. Но когда принципиальных вопросов касалось, мог быть и жестким, и даже бывало срывался на грубости. Но, то есть мог выйти из себя тоже. Такие бывали моменты и не раз. Но переговорный процесс, понимаю, я сам тоже вот в таких ситуациях оказывался. Он
предполагает, что в нужный момент нужно показывать и жесткость, и в какие-то моменты мягкость, и это это должно очень гармонично сочетаться. И у него это получалось. После победы в освободительной войне Владислав Ардзинба избрал стратегию малых шагов и затягивания процесса политического урегулирования. Ему все время приходилось прибегать к действиям, направленным на снижение очень сильного внешнеполитического и экономического давления. Самые крупные успехи дипломатические, они были достигнуты вот в первые 3, максимум 4 года после завершения вооруженной фазы конфликта. Вот. Потом было трудно добиваться масштабных, потому что стороны уже пришли к такому состоянию, когда не могли двинуться ни в ту, ни в другую, ни одна страна не могла двинуться. Важные документы, но они в основном тактический характер носили. Касались текущей ситуации, там, не знаю, безопасности, каких-то гуманитарных вопросов, там, жителей Гальского района. Но вот такие, которые базовые документы, они в первые годы были подписаны. Как считает Астамур Тания, очень важное значение для Абхазии имел документ от 4 апреля 1994 года, подписанный в Женеве. Регулярно Ардзинба писал письма в разные международные организации. Это в ООН, в ОБСЕ. И всегда, обратите внимание, он цитирует этот документ. Это заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта от 4 апреля 1994 года. Почему так этот документ оценивался? Потому что этот документ фиксировал, во-первых, что конфликт грузино-абхазский, а не конфликт в Грузии. Это раз. Он фиксировал отсутствие государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией и определял возможные области, где будут предметы совместной деятельности. То есть возможность создания каких-то надгосударственных структур. То есть речь шла фактически о горизонтальных взаимоотношениях, конфедеративных, там разные можно термины, они и разные термины используют в ходе переговоров, но речь шла о горизонтальных, равноправных отношениях между Абхазией и Грузией. Давление шло на Абхазию как со стороны России, так и со стороны Запада. Оно было способно в одночасье раздавить Абхазию и похоронить все надежды народа на свободу и независимость. Но Владислав не падал духом. Уже столько у нас крови пролилось между нашими государствами, нациями, народами. Это было невозможно, конечно же, представить себе, чтобы Абхазия согласилась на вхождение вновь в это государство, которое пыталось его уничтожить еще недавно. Поэтому и вот эта блокада, которая была наложена на Абхазию, совершенно антигуманная, несправедливая, совершенно несправедливая. Вот. Она тоже была испытанием и для народа, и для Ардзинбы тоже. Потому что он мог сказать: хорошо, придется нам пойти на попятную. Но он это не сделал, правда же? Потому что он знал, что если дашь вот слабинку, то потом, значит, потеряешь все, что завоевал, за что гибли наши ребята, за что гибнул наш народ. Потому что ничто, кроме победы и независимости, кажется, у нас не было в планах. Абхазия в ходе переговоров с Грузией постоянно выступала с различными инициативами. То по созданию конфедеративного государства, то по формату переговорного процесса, то по вопросу возвращения беженцев. Сейчас мало кто помнит, и мало кто ценит, особенно ценит мало. Абхазия, пожалуй, единственный постсоветский конфликт, в котором был решен, частично пусть, но был решен вопрос возвращения беженцев. Никуда беженцы больше, кроме как в Абхазию, не возвращались. Ни в Нагорный Карабах беженцы не возвращались, ни в Южную Осетию. Вот этот вопрос был решен властями Абхазии. Сначала решался на двусторонней основе, с участием международных представителей. Потом грузинская сторона стала это саботировать, требовать массового всеобщего возвращения.
Абхазия – это страна, которая как раз была подвергнута весьма серьезным испытаниям, когда большинство нашего народа насильственно было депортировано с нашей территории, было сейчас находится в странах Ближнего Востока. Мы, кстати, грузинские власти всегда, и, кстати, и другие тоже, всегда противодействовали решению проблемы возвращения изгнанного народа на свою землю. Извините, когда вы говорите о беженцах, эта проблематика для нас не только, так сказать, тех людей, кстати, не только грузины, есть греки, есть, скажем, евреи, есть русские, армяне, даже абхазцы, которые фактически оказались в таком же положении. Но в еще большей степени в таком положении находятся предки, потомки изгнанного со своей страны народа. Все предложения во время переговоров должны были дать абхазской стороне необходимую передышку. Время показало эффективность этой стратегии. То, что идет переговорный процесс, это давало гарантии того, что не будет новой агрессии. Когда говорят дипломаты, молчат пушки, есть такая известная истина. И мы в этом плане были заинтересованы в том, чтобы тянуть время. Есть такое правило, дипломатическая такая уловка есть, когда переговоры ведутся ради переговоров. И именно это мы как раз и делали, потому что мы понимали, что мы не можем ничего добиться в этом процессе, что они нас не признают, это мы все прекрасно понимали. Но нам нужно было выиграть время, чтобы встать на ноги, чтобы укрепить свою безопасность, чтобы укрепить свои экономические возможности. В самом молодом государстве разрушенная экономика, нехватка материальных и финансовых средств, грузинские провокации на границе. У нас, конечно, очень тяжелое положение экономическое. Ну и тут разъяснять не надо, разрушение, все, что с этим связано. Особо усугубляет нашу ситуацию блокада, которая против нас ведется со стороны Российской Федерации. Но то, что нет для этого никаких оснований, я здесь даже доказательств даже нет необходимости приводить. Недавно и Совет Безопасности принял резолюцию. Эта резолюция была, так сказать, тоже предложена Российской Федерации, в которой там говорится, что не давать Абхазии, не оказывать ей экономической помощи, кроме гуманитарной, и многие другие вещи там расписаны. Ну, я должен сказать, что это, конечно, проявление совершенно определенной политики в отношении маленького народа. Когда годы, 2 месяца мы весьма громко кричали на весь мир о том, что творят здесь в Абхазии, как уничтожает народ, как его изгоняет со своей родной земли, ни одна комиссия ООН не соизволила прибыть сюда для того, чтобы изучить это положение. А, так сказать, стоит только тем, кто проводил политику геноцида в отношении абхазского народа, кто совершил агрессию, прокричать, сразу же появляется и комиссия и так далее. Это, к сожалению, пока несправедливость в мире, она существует такого рода. Но все это, в конечном итоге, будет зависеть от нас. Если мы наведем в своем доме порядок, если мы сможем обеспечить все, что необходимо для нормального функционирования государства, то это и будет ответом на все те заявления, которые есть в этой связи. Владислав Ардинба чаще, чем можно было ожидать, общается с журналистами. Глубокий аналитик Ардинба прекрасно понимал, чтобы не сдать позиции страны-победителя и выстоять в противоборстве с могущественными оппонентами, необходима гибкая политика и информационный прорыв. И он повел свою игру. Мы обладаем достаточной силой для того, чтобы отразить любую агрессию. И надеяться на то, что, как говорят некоторые негодяи, к сожалению, даже в непосредственном окружении господина Шеварднадзе, что они сядут завтракать на Ингуре, а будут обедать на Псоу, да. Я бы желал только таким людям, которые делают подобные заявления, чтобы они приходили в первых рядах. Я бы хотел видеть, чтобы они были, потому что, к сожалению, негодяи, так сказать, делают подобные заявления, а страдают дети совершенно невинных людей. Если бы негодяи собрались и вместе бы пришли в Абхазию, мы бы здесь им показали, так сказать, то, что они заслуживают. Но это никоим образом разумные люди не могут так подходить. И я думаю, что, в принципе, конечно, мы должны быть готовы к любому решению. И вплоть до
того, что могут уйти миротворцы. Я думаю, к этому решению мы тоже должны быть готовы. Вот, понимаю значение того, что я сказал, и в глазах нашего населения, я это все прекрасно понимаю. Вот, но я глубоко убежден в том, что это не в интересах ни Абхазии, не в интересах Грузии и не в интересах России. Владислав активно и умело использовал информационное оружие – печать, радио и телевидение. Как отмечает Виталий Чамагуа, рассматривая в целом публицистическую деятельность Владислава Ардзинба того периода, нельзя не отметить главного рефрена. Независимость Абхазии не является предметом обсуждения. Но если поднять публикации Владислава Григорьевича в российских СМИ, там видно, что Ардзинба неоднократно повторял, что абхазский народ уже избрал свою судьбу, избрал свой статус независимый, что независимость Абхазии не подлежит обсуждению. Этого много раз повторялось. Политическая дальновидность абхазского лидера была отмечена многими аналитиками еще в предвоенное и военное время. То, что Абхазия выстояла в тяжелую годину в несоизмеримом противостоянии, это в громадной мере заслуга лидера нации, предвидевшего последствия принимаемых судьбоносных решений. Были разные лица, менялись они, представители Генсека ООН менялись, и действующие лица и в России, и везде. Но одно, давление было сильнейшее. Я даже помню, как-то мы часто беседовали, он говорит, вот приезжают американские здесь представители, говорит, посол был недавно, говорит, и что он говорит мне, говорит, вы отстранитесь немножко от России, говорит, мы вас озолотим, говорит, завалим деньгами. Прямо так говорю? Да, прямо так говорит. И приходится им объяснять, что у нас Россия общие дела, что мы давно уже, еще советских времен, а Америка далеко, что нам с ними делить и тому подобное. Я объяснял ему, говорит, они не понимают, говорит, для них это главное, говорит, добиться своего. Вот таких процессов много было. Владислав Ардзинба предвидел будущее признание Абхазии не только как стечение определенных политических обстоятельств, но и как закономерный результат жизнеспособности и устойчивости абхазского общества и государства. В его понимании в равной степени важны были оба эти фактора. Мы должны рассчитывать на самих себя. Наш главный источник – это опора на собственные силы. Владислав очень большое значение придавал, что независимость не бывает без опоры на собственные силы. Как только ты начинаешь терять эту опору на свою экономику, свои финансы, свои дела, свое развитие, когда прекращается, ты уже становишься придатком другого государства, другого народа и тому подобное, а постепенно и ассимилируешься. В условиях изолированности Абхазии от внешнего мира расчет на собственные силы играл решающую роль в противостоянии недругам и оппонентам страны. Чем больше мы продержимся и чем больше мы сумеем сделать за это время, тем больше оснований надеяться на то, что мы станем суверенным, независимым государством. Переговорный процесс между Абхазией и Грузией продолжался. Абхазия все более укрепляла свои позиции на дипломатическом фронте. Ежегодно принималось 2 резолюции Совета Безопасности и 2 заявления председателя Совета Безопасности по урегулированию грузино-абхазского конфликта. 4 доклада Генсека готовили. А знаете, какой прогресс был? Вот если вы поднимете первые документы, что про нас писали, нас называли гудаутские сепаратисты. И мы проделали путь до абхазской стороны в конфликте. Это международный статус. За стороной в конфликте признается право подписания международных документов в рамках урегулирования, понятно. То есть гигантская работа была проделана всем нашим обществом. Генератором этого всего он был. Переговорный процесс, который очень интенсивно тогда протекал под эгидой ООН, и тогда все, во-первых, поменялось несколько специальных представителей генерального секретаря ООН, и один из них, Дитер Боден, ныне покойный, он тоже свой план, так называемый план Бодена, тоже разработал.
очень большой вклад тоже в регулирование внесла Хайди Тель-Авини. Она большой вклад внесла. Но все вот эти представители, генерального секретаря ООН и все дипломаты, которые тогда участвовали, они все встречались с Владиславом. Я видел, что ему интересен этот процесс. Но он вообще, да, человек, который глубоко вникал в дела, которыми занимался. Он также обстоятельно занимался наукой, политикой и также и интересовался. Ему это нравилось. Я видел и дипломатический процесс тоже, переговорный. Учитывая его интеллект и его академическое такое образование, он, конечно, успешным был и в этом вопросе тоже. Как вспоминает политолог Астамур Танья, каждый документ подготавливался Владиславом тщательно. Не только предложение, слово, но и каждая запятая имела жизненно важное значение. Он очень педантично работал с документами. Я ни с кем не могу его сравнить. От самых незначительных до каких-то крупных законов или международных документов, что мы были подписывали, он очень педантично. Это у него культура была он же из научной среды был человек. Он работал с клинописью. И поэтому у него эта культура выработалась с молодых ногтей. И он ее преиспользовал уже в практической жизни, в дипломатии. В каждом выступлении Владислава была четкая аргументация. Он был ярким, харизматичным лидером и прекрасным дипломатом. Но если сказать о Владиславе как о дипломате, любой лидер страны является дипломатом по положению, по своим функциям, потому что приходится вести переговоры и с своим народом, с своими различными людьми внутри страны. Но, естественно, очень важно и с зарубежными лидерами. Вот. А их было очень много, с кем Владислав общался и вел переговоры. Вот. И он, опять же, проявлял свои недюжинные и интеллектуальные способности, и харизма тоже его действовала. Очень важно, что человек обладает харизмой. У него была очень сильная харизма. И он, как лидер страны, да, небольшой, но тем не менее самостоятельной страны, сохраняет чувство собственного достоинства. Это очень видно. Вот, я думаю, на этом нужно учиться нашим другим лидерам, как себя вести в отношениях даже с большими партнерами. Владислав понимал, какой груз ответственности он несет перед своим народом. Было видно, что историк Владислав помогал Владиславу политику. Он говорил, что я прежде всего историк. И он всегда для него историк это было какое-то очень, очень важное, почетное звание, которым он дорожил. Владислав как ученый, он, мне кажется, превалировал. Вот его личность ученого доминировала над личностью политика. И он сам это говорил. Я ученый. Мое любимое занятие – это наука. Я, так сказать, чувствую большую боль от того, что я много лет учился чему-то, что-то начал в этом деле понимать. Вот, и после этого вынужден был в силу обстоятельств бросить все это. Я не готовил себе никогда к политической карьере. И если, например, для меня выбор, что для моей души лучше, политика или наука, конечно, наука. Ораторские способности Владислава подмечали многие. Он мог брать любую аудиторию. Он сам рассказывал, когда он занимался наукой, ему настало время, когда ему надо было выступать с научными докладами. И он для того, чтобы выглядеть убедительно, вот, он посчитал, что это ему нужно, он ходил на курсы ораторского мастерства. Это он сам говорил. Но, наверное, тогда и не предполагал, что ему это понадобится в политике. Он политикой не собирался заниматься, да. Он был шахматистом, шахматы играл блестяще. Поэтому для тех, кто принимает, очень долго думают, мучаются, принимает долго решения, он все-таки очень взвешенное решение принимал, но достаточно быстро его мозг работал. Владислав обладал даром поддерживать в душах людей мечту о свободе, ибо он сам был окрылен этой мечтой. Подметив эту грань лидера нации, Фазиль Искандер сказал следующее. Главное свойство политического руководителя – это умение поднять дух народа. Нашему президенту это удалось, поскольку он обладал таким даром. Помимо того, что это был большой, крупный мыслитель, вот, он был настолько ярок и харизматичен. Мы помним отношение народа к нему.
Вот, это тоже редкий дар, это отдельная грань его таланта, что он мог своей энергией заряжать общество, массы заряжать. Я думаю, что все же де-факто это государство существует, и никуда от этого не уйдешь. Оно существует. Единственное, если кто-то будет пытаться силой его, так сказать, низвергнуть, опять подавить волю народа, ну и что из этого получилось, вы тоже прекрасно знаете. Уже была эта попытка, и к чему она привела, тоже знаю. Владислав Ардзинба заложил на стыке веков основы той эпохи, в которую гармонично вписались абхазский народ и основанная лидером нации новая абхазская государственность. Он все время говорил, что наша задача выиграть время и провести наш маленький корабль через шторм в спокойную гавань. Фактически эта стратегия себя и оправдала. Потому что если бы мы пошли бы на какие-то шаги, которые нам навязывались чуть ли не всем международным сообществом в 90-е годы, никакого абхазского государства сегодня не было. Чего мы могли достигнуть, но этого и достигли самым наилучшим образом. Сработала наша дипломатия, хочу сказать я вам. Ну а если говорить о том, что вообще мы были признаны, ну можно сказать, что так сложились обстоятельства. Но еще раз хочу повторить то, с чего я начал. Обстоятельства должны сложиться, и личность должна при этом быть, и тогда можно достичь результата. Мы совершили невероятное. Некоторые говорят, это было в эпоху Владислава. Я так не считаю. Эпоха Владислава длится до тех пор, пока существует государство Республика Абхазия. Это есть эпоха Владислава. Владислав, его личность, его дела, его заслуги, они должны служить таким некоторым и уроком, да, и наставничеством для того, чтобы понять, где наше будущее и в чем наш интерес, как государство, как нация. Я думаю, что в этом роль его огромная. Да хранит Всевышний нашу прекрасную Родину. Чардам Тапсынра!